Мы переносимся в Якутск. У Республики Саха-Якутия большой опыт в данном вопросе, в вопросе создания необходимой инфраструктуры для людей. Кроме того, хотелось бы узнать о том, как работает территория опережающего развития в республике. Насколько данный режим способствует социальному развитию региона? Я с этим вопросом обращаюсь к Айсену Николаеву. Айсен Сергеевич, просим вас выступить, пожалуйста, вам слово. Добрый день, большой привет из Якутии. Я нахожусь сейчас не в Якутске, я нахожусь сейчас в поселке Нижний Бестях, который, я уверен, в течение ближайших 10 лет станет крупнейшим транспортно-логистическим центром всего северо-востока нашей великой страны. И мы здесь не на словах, а на деле занимаемся как раз вопросами планирования будущего размещения человеческого капитала на территории. Мы уверены, что здесь в ближайшие годы будет построен современный красивый город. Вот сегодня я целый день занимаюсь здесь, скажем так, с железнодорожниками, с транспортниками. И вот знаете, все-таки, когда мы говорим о человеческом капитале здесь, на Дальнем Востоке, мы все-таки не должны повторять одну ошибку, которую наши предшественники в советский период сделали. И в этой парадигме мы, к сожалению, очень часто еще до сих пор существуем. Мы на людей смотрим как на винтики экономической системы и стараемся вот этот человеческий капитал подогнать под какие-то условия экономического развития. И вот как только мы начинаем действовать в этой парадигме, Дальний Восток, конечно же, всегда будет проигрывать. И, конечно же, в этой парадигме никакого развития и сохранения человеческого капитала на территории Дальнего Востока идти речь не может. Мы должны смотреть с точки зрения сохранения человеческого капитала здесь, на Дальнем Востоке, как в первую очередь создание условий для жизни здесь людей, ничуть не хуже, чем в средней полосе страны. С точки зрения, в первую очередь, комфортности, в первую очередь, с точки зрения окружающей их среды, городских пространств, поселковых пространств, с точки зрения наличия каких-либо инфокоммуникационных технологий. И вот с этой точки зрения наш опыт работы и в городе Якутске предыдущие годы, вот Роберт Уразов прекрасно об этом знает, опыт вообще взаимодействия общества и власти у нас, он вот как раз показывает, что при наличии вот такого отношения к людям, в первую очередь не как к каким-то механизмам экономического процесса, а вот именно как субъектам вообще в целом управления, субъектом таким общественным, результат может быть очень хороший. И вот те же территории развития, опережающего развития, о которых сейчас вы сказали, их у нас две. Это ТОР Южная Якутия в городе Нерюнгри и ТОР Кангаласы в Якутске. Они оба у нас как раз действуют не просто как территории экономического развития, они в первую очередь уже сейчас у нас как и территории социального развития действуют. Вот те же Кангаласы мы вообще рассматриваем как прообраз будущего городского поселения на севере. Недаром вот у нас есть проект «Кангаласы 2.0», который мы хотим презентовать с резидентами этой территории на Восточном экономическом форуме в этом году, как, еще раз говорю, как экопоселок, в котором, конечно же, будут очень современные креативные производства. Поэтому я долго занимать времени не буду. Да? Еще раз говорю, мы должны поменять парадигму отношения к людям здесь, на Дальнем Востоке, относиться к ним не как к каким-то, знаете, механизмам, винтикам, которые мы здесь пытаемся посеять именно в исходя из каких-то экономических потребностей, так? А все-таки немножко относиться по-другому. В первую очередь создание комфортных условий для жизни людей, чтобы людям здесь нравилось жить. Вот если людям здесь будет нравиться жить, то и работа здесь, поверьте мне, найдется. У нас на много-много столетий вперед всего, что нужно и стране, и миру есть. Спасибо.